Уже четверть века в селе Горная Саниба живет Эльбрус Хамицев. Еще в советские годы, имея доходную работу в городе, он все-таки переехал сюда из столицы республики. Не за спокойной жизнью. Как признается Эльбрус, заниматься фермерством была мечта детства. Это я все сам построил. Еще в советское время. Я купил вот один старый дом, все сам построил. И строил не откуда-то деньги, а вот постепенно. Сейчас у Эльбруса в хозяйстве около 50 голов крупного рогатого скота, а бывало и в 2-3 раза больше. Его коровы пасутся на альпийских лугах, и они настоящие рекордсменки надоя. До 40 литров экологически чистого молока в сутки. Такому показателю может позавидовать любое фермерское хозяйство. Ухаживает за ними Эльбрус один. Трудно найти помощника. В горное село ехать молодежь не хочет. Тяжело, кроме труда здесь практически ничего нет. В летнее время 20 часов в сутки работаем. Тяжело найти работников. И приходится вот самому все работы выполнять. И кормить, и убирать, и сыр делать, и доить. Традиционно в астинском обществе сыр изготовляли женщины, но Эльбрус известный сыродел не только в республике, но и за ее пределами. Делать сыр фермер стал когда-то не для продажи, а чтобы побаловать свою семью, живущую в городе. Теперь за этим продуктом в горное село приезжают даже гости из Москвы. Особого секрета тут нет, рассказывает Эльбрус. Животные выращены на альпийских лугах, плюс технология приготовления, которая не меняется уже многие века, без современных загустителей, ускоряющих производство сыра. Желудок свежий берется, солится, солим его, и где-то 3-4 дня после посолки достаем и сушим его. И после того, как она высохнет, ложим его в ведро, заливаем сывороткой, и через 3-4 дня вот эта вот жидкость, это и является сычужей. Вот этой жидкости заливаем в стакан, в эту кастрюлю, и ждем где-то минут 25-30, и она заквашивается. Потом мы его перемешиваем, разбиваем ее, и опять минут 20 ждем, пока сыр оседает, а сыворотка поднимается. Первыми оценили качество настоящего горского сыра пограничники. Они у Эльбруса частые гости. Вот уже 6 лет он помогает воинам в зеленых фуражках в охране государственной границы. Как признают сами пограничники, без помощи добровольной народной дружины, то есть местных жителей, им было бы гораздо труднее. В августе этого года с помощью добровольной народной дружины мы задержали 3 нарушителей пограничного режима, которые были задержаны впоследствии и привлечены к административной ответственности. Ну, помимо этого, помогают нам ловить и учебных нарушителей. В этом году также было задержано порядка 4 учебных нарушителей. Без своего фирменного продукта гостей хозяин дома не отпускает. К Новому году запасов сыра у фермера почти не осталось. Такой большой спрос на его продукцию, а достается она Эльбрусу нелегко. Человек уже привык, это одно, но когда человек любит это дело, потом все это бросать очень тяжело, во-первых. Во-вторых, все-таки кажется, что где-то свет в конце туннеля будет, может быть, сельские работники на земле, вот животноводство, может быть, будет рентабельное, перспективное. И вот на эту перспективу как бы мы работаем. Ему приходится рассчитывать только на собственные силы. Даже кредит на развитие хозяйства Эльбрус взять не может. Для фермера не подходят условия договора. Но он не теряет оптимизма и смотрит в будущее с надеждой. Суслан Бутаев, Алан Кайтыков, Ирина Таболова, агентство Иринформ, Вести Алания, события недели.